Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Как поменяется ваша жизнь до конца зимы? Что уйдет, что придет, что обновится? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть так, с кем-то вы общий язык найдете. С человеком у вас были постоянные конфликты, споры, ссоры, негодование, недовольство этим человеком. И, соответственно, вами были недовольны. Смотрите, вы договоритесь. Здесь между вами маленький мост образовался. Этот мост, он как первая ступень к вашим взаимоотношениям. На самом деле вы друг к другу тянетесь, очень тянетесь. И не случайно вы встретились, не случайно вы познакомились, не случайно вы вместе сотрудничаете, да, либо рядом проживаете. Есть какой-то замысел судьбы идет. Вы договоритесь, вы помиритесь, вы укрепите свои взаимоотношения. И смотрите как. Даже что-то новое между вами зародится, либо какая-то идея, либо чувства, даже могут быть и чувства какие-то новые. Смотрите, этот человек будет вас радовать, и вы в ответ тоже захотите этого человека порадовать. Вы друг к другу прям тянетесь. Какой-то конфликт, недопонимание, да, неприязнь, вот что закончится. Как обрубаете вы неприятные моменты, оставляете только хорошее, еще и развиваете эти взаимоотношения. Так, работу. Кто-то найдет у меня работу. Денег нет, проблемы с деньгами, а кому-то просто скучно, да, человек сидит и скучает, вот нечем заняться, негде себя применить. Вот как новая работа идет к вам, новая. Очень приятная работа в каком-то очень дружном, небольшом, но очень дружном коллективе. Вот как одна семья мне вышла. Вы будете работать, вы будете довольны. И вы будете на этой работе как-то развиваться. Какие-то новые знания, новые навыки, новые умения. Прям очень интересно вам будет ходить на работу. Но для кого была проблема вот именно с деньгами, поверьте, вы переключитесь именно на знания, на реализацию. И деньги для вас как второстепенными становятся. Вот настолько хорошо вам будет работать. Кстати, эта работа, она где-то у вас там за спиной стоит. Либо вы уже слышали про эту организацию, либо видели, может быть, мимо проходили, да? Либо рекламу, может быть, даже видели. Вот там вы будете работать. У вас уже в глазах, да, в голове есть информация. То ли вы как-то случайно туда попадете, вот как судьба вам именно туда попасть, именно в ту организацию, в ту компанию попасть. Как-то все будет складываться очень быстро, идеально, и вот прям дорога вам именно в ту организацию. Вам там очень будет приятно работать. Так, следующий момент. Момент какой-то поездки. У вас будет выбор. Смотрите, видите, с правой стороны у вас дверка и с левой стороны у вас дверка. Вы посерединочке стоите. Вы будете выбирать между двух направлений. Либо поехать мне в одно место, поехать в другое место. Это все будет происходить одновременно. Вы сейчас, вот в сегодняшнем дне, неправильно воспринимаете эту ситуацию. Либо думаете о каком-то варианте, который вам не подходит. В последний момент, вот как-то радикально вы меняете свое мнение, прям разворачиваетесь на 180 градусов и едете в правильном направлении. Вам будет казаться, что это спонтанное эмоциональное решение. На самом деле это как судьба вас позовет. Вам по судьбе идет дорога, где вы что-то обретаете,
приобретаете, может быть, купите что-то в этой дороге, либо познакомитесь с какими-то хорошими людьми и будете с ними дружить, получите какой-то опыт очень хороший. Ну вот как в последний момент это решится. Последний. Тут судьба вас просто, знаете, как от дурного отвернет, а к правильному повернет. И еще и подтолкнет. Давай, иди, тебе туда нужно идти. Судьбоносная, кстати, дорога идет. Девчонки, кто без пары, кто без отношений, именно в этой судьбоносной дороге вы повстречаете очень хорошего человека, либо вы повстречаете человека, через которого вы познакомитесь со своей судьбой, да, со своей половиночкой. Очень спонтанно это все произойдет. Так, здесь у меня родственники, либо, может быть, даже соседи. Люди очень как-то несправедливо с вами поступили, либо поступают. Как-то много негатива вы от этих людей терпите. Обвинения, дурное отношение, какие-то придирки. Очень несправедливо к вам относятся. Очень. Смотрите, вас здесь кто-то будет защищать. Какой-то конкретный человек вас будет защищать и будет восстанавливать эту справедливость. Видите, вот Кантор вышел, и он не в вашу пользу. Вот здесь человек, который будет прилагать усилия, чтобы к вам относились хорошо, по справедливости, либо то, что положено вам, чтобы вы это получили, чтобы вас там не обирали, не обкрадывали и не лишали. Не могу сказать, кто это человек, но я вижу, что он борется за вас, за ваши права и за вашу правду. Хороший человек, очень хороший, и он знает, что он делает, да? Либо он обладает теми инструментами, которые могут вам помочь в этой борьбе. Те, кто вас обижают, они еще пожалеют о том, что они это делают. Если бы они поступили по чести, по совести, но у них бы не было таких последствий. А теперь будут. И ничего с этим не поделаешь. Там вообще им есть что скрывать на самом деле. Какая-то еще информация пойдет про этих людей, про их черные делишки. Еще большой скандал будет. Ну, а вы будете наблюдать и будете понимать, что по делам, да, досталось этим людям. Так, следующий момент – это соперник, соперница. Человек, который с вами соперничает в любви, в работе, в бизнесе. Ну, у каждого по-своему отыграется. Смотрите, этот человек играл не по правилам. За этим человеком какие-то большие грехи числятся. Может быть, даже как-то не по закону поступал, да, противозаконные какие-то действия совершал. Здесь, видите, как клубочек начнет разматываться. Если, например, это в любви, да, и ваш соперник, соперница использовал, допустим, там шантаж, магию, какие-то нехорошие вещи, я так понимаю, что против этого человека все и обернется. Здесь вот как ответ держит этот человек, ответ, и отвечать-то нечем, да, потому что человек виноват, человек действительно совершил это все, и как не отвертеться. Если мы говорим про какие-то противозаконные действия, то здесь серьезненько так этого человека возьмут, призовут к ответу. Такое впечатление, что ваш соперник, соперница как падает с обрыва, и причем головой вниз. Будет неприятно. Будет неприятно, будет больно и заслуженно. Вот тоже заслуженно идет. Так, дальше. Куриная лапка вам выходит. Это знак удачи, везения, хороших таких вот начинаний, событий судьбоносных. Повезет, так повезет. Вот счастливый случай постучится в вашу дверь. Не могу сказать, что за событие, но для вас это очень яркое событие, знаменательное и окрыляющее событие идет. Будет очень хорошо, очень приятно. Так, здесь у меня женщина с мужчиной, и у них чаша на двоих. Как ни странно, но женщина будет мужчине предлагать, отношения, предлагать, например,
Может быть, даже не отношения, предлагать какой-то вариант, предлагать, либо выходить с разговором. Женщина мужчине, она не уверена, что ей скажет мужчина, чем он ей ответит. Знаете, мужчина повернется. Вы ему даете чашу, он будет предлагать вам звезду. Вы как друг о друге думаете, но опять же, да, то ли стесняетесь, то ли между вами какие-то есть препятствия, обстоятельства. Вы как до конца не доверяете друг другу, да, либо вы не все проговариваете друг другу. Смотрите, тут какое-то взаимовыгодное предложение идет между людьми, и все это заканчивается мостами. То есть все-таки вы будете вместе, у вас будут отношения. Не бойтесь предложить своему мужчине, поверьте, ему есть чем ответить. Его предложение круче, чем ваше на самом деле. Он готов дать больше, чем вы готовы дать. Вот. Главное начать диалог, главное начать договариваться, да, и общаться с этим человеком. Вы не уверены в нем, он не уверен в вас, и у вас как отношения, как плюс-минус постоянно скачет. Но начинает женщина, мужчина поддерживает и как перекрывает ее предложение. Вы ему, значит, чашу с любовью, а он вам звезду с неба дает. Это очень хороший знак. Может быть, вы вместе живете, да, и вы скажете: слушай, дорогой, может быть, нам как-то узаконить наши отношения, а он вам сразу такой: да, играем свадьбу, венчание, там туда-сюда. Я все уже придумал, продумал, я просто не уверен был, что ты согласишься. Ну, тут хорошая развязка идет. Вот в любви здесь вот люди друг друга порадуют, и вот мужчина мне очень нравится, то есть он звезду держит в руках, ну это же чудо. Он очень удивит женщину. Женщина не пожалеет на то, что пошла на разговор с мужчиной. Вот, будет думать еще, да, почему раньше я этого не сделала. Так, идем дальше. Здесь приятное событие, приятные какие-то новости, связанные то ли с детьми, то ли с беременностью. Может быть, ваша беременность, может быть, беременность кого-то из ваших знакомых девочек, либо родственников. Ну, прям отмечать будете, праздновать будете, и несколько дней подряд вот прям на позитивчике, да, на этой энергетике будете находиться. Тоже очень интересный момент. Так, возвращение. Что-то к вам вернется. Вернется то, что было утеряно, либо то, с чем вы уже попрощались. Это могут быть долги, например, да, должник у вас есть, который не возвращал вам долго деньги, либо что-то вам не выплачивали, что-то вам не возвращали, не отдавали, либо что-то было украдено, там, похищено, не знаю, потеряно. Вернется. И здесь и удивление, и радость, и даже какая-то вера в вас проснется. Как-то очень положительно на вас повлияет этот момент. Но это очень приятно, очень положительно и крайне неожиданно для вас идет. Да? Вот что я наконец-таки получила свое, либо мое ко мне вернулось. Здесь у меня какой-то минимальный результат после тяжелого труда. Смотрите, это будет первый результат. Над чем-то вы долго работали, во что-то вы вкладывались, много-много времени и сил потратили. У вас пойдут первые результаты. Они будут маленькие, минимальные результаты. Вы не должны расстраиваться. Знаете, что это, как говорят, первые ласточки, да? Все еще впереди. Не расстраивайтесь и никого не слушайте. Есть человек, который вам крайне завидует. Завидует тому, что вы оптимист, вы умеете работать, вы не лентяй, да, вы вкладываетесь, вот с душой подходите к делу. И этот человек очень завидует. Человек может высмеивать ваши результаты и говорить: о, вот на это ты тратила время, Господи, там не видеть нечего, что ты получил. Не слушайте этого человека, делайте дальше свое дело, поверьте, это первый результат. Дальше будет больше, ни в коем случае не останавливайтесь. А к этому человеку прям присмотритесь и вообще в идеале постараться изолировать этого человека, да, либо уменьшить свое общение с этим человеком. Не слушайте вы этого человека. Человек завистник, и он обижает, либо она обижает вас только лишь по этой причине, потому что очень вам завидует. Так, еще идет какое-то деловое предложение для тех, кто работает сам на себя.
Вас куда-то будут звать, приглашать, не знаю, что-то вот дают вам как документ, либо договор, может быть, на подпись. Обещать много будут. Нахваливать вас очень будут. Знаете, даже такое впечатление, что пытаются вас купить, подкупить. Но в какой-то момент, что вы не принимаете, либо вы боитесь принять этот договор, либо сотрудничество с этими людьми. Может быть, эти люди где-то далеко находятся, в другом городе, либо вообще в другой стране. Но у людей очень честный интерес к вам, большое уважение к вам, восхищение вами и желание именно сотрудничать. Вот вы им нужны, очень нужны. Возможно, даже какой-то потребуется, ну, не знаю, как переезд, либо смена работы потребуется, смена привычного распорядка дня. Мои хорошие, вас не обманут. Наоборот, для вас это как трамплин идет. Трамплин на новый уровень вашей деятельности и вашей активности. Да, будут какие-то сомнения, будут какие-то переживания, но вы должны с кем-то советоваться, либо кого-то послушать, кого вы любите и уважаете. Вот здесь решение придется принимать. Честно скажу, болезненное решение. Тут и страх, и нежелание что-то менять. Но очень выгодный документ, выгодный договор, контракт. Все-таки лучше, наверное, присмотреться. Я не могу вам тут четкую подсказку дать, но вы должны с кем-то будете посоветоваться. Кому-то вы должны будете довериться, рассказать все как есть, да, и выслушать того человека, и принимать решение. Смотрите, эти люди будут какое-то время предлагать, а если вы решение не примете, то, к сожалению, вы потеряете этот контракт, либо этот договор. Так, у кого проблемы по здоровью? Да, потому что тут все-таки здоровье выходит. Проблемы по здоровью у вас, либо у кого-то из ваших близких. Вас тут ждет какой-то поход по каким-то специалистам, какие-то документы, анализы. Каких-то людей вы новых повстречаете, либо новых специалистов. Смотрите, я вижу, что найдут проблему, я вижу, что будет какой-то специальный подход к вам, либо к вашей проблеме, либо к проблеме вашего близкого. Такое впечатление, что вот по здоровью, ну, как чудо случится на ваших глазах, либо чудо случится с вами. Вам очень повезет со специалистами, которые вас, либо вашего близкого, ну, просто на ноги поставят. Какими-то минимальными, ну, не знаю, затратами, средствами идет излечение. И вы прям будете чувствовать этот положительный эффект. Вам будет становиться легче, проще. И вот как жизнь даже какими-то новыми красками заиграет. То есть излечение, избавление от какой-то хвори, от каких-то неприятностей по здоровью. Какие-то назначения, прохождения каких-то, может быть, специальных, какая-то терапия. В общем, полечит. Одним словом, полечит и вылечит. Вот. Самое главное то, что вылечит. Вы прям будете изо дня в день чувствовать этот положительный эффект. Да. Прям и жить захочется, и активничать захочется. Вообще очень сильно жизнь поменяется. Так, ну и напоследок вышел ключ. Ключ — это новый дом. Это приобретение важное для себя, и также это новые знания, открытие информации. Что-то вам недоступно, что-то от вас скрыто, вот чего-то, каких-то элементов не хватает, да, либо вам, ну, банально жить негде, да, и вам нужен дом. Ключ вам вышел, ключ будет у вас в руках. Либо вот вы получите ключ от жилища, либо вы получите эти знания, информацию, то, что вам не хватало. Вот это как бы самый главный аспект. Это то, что кардинальным образом повлияет на вас, на вашу жизнь и на вашу дальнейшую судьбу. Так что, мои хорошие, все будет замечательно. Жизнь будет меняться, и меняться она будет к лучшему. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.